Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. У кого к вам чувства? И какие эти чувства? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. От своего имени задайте вопрос. У кого ко мне чувства? И какие чувства человек ко мне испытывает? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, мои хорошие, ну давайте начнем с этих двух сердец. Ну, у кого-то взаимность идет с правой стороны. Тот, кто рядом с вами, тот, с кем вы рядом, действительно вас очень сильно любит. У вас любовь, чувства абсолютно взаимные, равные друг другу. Понимаете, не дать не взять. Вы друг друга одинаково сильно любите. Тот, кто рядом с вами, либо тот, кто в вашем сердце. То есть, ну, допустим, вы еще не встречаетесь. Вот у вас симпатия к какому-то мужчине, там, на работе, допустим, либо на учебе. У этого человека к вам стопроцентная взаимность. То есть вам нравится этот человек, и вы ему нравитесь. Вы влюблены в какого-то мужчину. Да, допустим, мужа своего вы влюблены, либо в парня своего влюблены. И парень ваш в вас влюблен. Вот все у вас ровно одинаково. И даже если вы, например, влюблены, но вы не вместе, то мужчина тоже в вас влюблен. Вот одинаково вы зеркалите друг друга в чувствах. Два сердца друг к другу приклеены. Абсолютно одинаковые чувства. Что вы к нему испытываете, то он и к вам испытывает. Понимаете, взаимность стопроцентная. Так, а здесь мне показывает того, кто на вас в обиде. Здесь мужчина на вас в обиде. То ли вы его послали, то ли отказали, то ли вы поссорились с ним. Может быть, поссорились и даже разошлись, а может быть, просто поссорились и сейчас не разговариваете. Во-первых, у него обида на вас очень сильно, чувство обиды, да. То есть вот, как она могла, со мной поругалась, и я такой сейчас несчастный, одинокий, вот мне так плохо, а она там не пишет, вообще про меня забыла, хоть бы смс-ку мне какую несчастную прислала. То есть он очень сильно на вас обижается, этот мужчина, с кем вы поссорились, либо какой-то конфликт произошел. Обижается на то, что вы не идете на контакт, либо вы пресекаете любые попытки выйти с вами на контакт. Чувство обиды есть. А я вам так скажу, обида не на пустом месте, вы этому человеку нужны. Этот человек вам абсолютно неравнодушен. Но опять же, вы могли с парнем своим поссориться, могли там с мужем поссориться, могли с коллегой на работе поссориться, либо с начальником. Вот знаете, что этот человек вам вернее, этому человеку вы неравнодушны. И человек очень сильно обижается, что вот вы не позволяете помириться, либо не хотите мириться, либо не говорите о своей готовности там, мировую заключить. Обиженный. Вот этот мужчина очень обиженный. Обида его, кстати, прям разъедает. И еще такую вещь скажу. Из-за обиды человек может совершить какие-то глупые, необдуманные поступки. Ну, допустим, если это парень на вас обиделся, он может вас спровоцировать на ревность. Ну, типа там, запостить фотографию с какой-то женщиной, либо даже, не знаю, там, придумать, подговорить кого-то, чтобы вам сказали, что он там, дескать, с какой-то женщиной общается. Ну, вот обиженный. Начальник, например, может кого-то другого хвалить у вас на глазах. Да, за вашу же, например, работу. Ну вот какая-то детская, мальчишеская месть вот может пойти. Ну, обида, неравнодушен этот человек вам. Вот прям еще раз подчеркну.
сердце бьется неровно. Вы очень важны для этого человека, прям очень-очень. Но поскольку вы все разные, да, у каждого по-своему отыграется. Так, а еще здесь образ женщины, которая страшно завидует вам. Женщина, с которой вы близки, вы часто с ней общаетесь. Может быть, это ваша подруга, может быть, там соседка, родственница, может быть, коллега на работе, с кем вы общаетесь. Очень часто вы с ней общаетесь, говорите на все темы. Даже какие-то секретики между вами есть. Она вам очень сильно завидует. Причем завидует всему и сразу. Даже если она все про вас знает, про то, что вам тяжело, что жизнь у вас неспокойная, там, здоровье не очень, все равно вам завидуют. Вот такой человек, вот, конституция такая, да. А есть люди, которые мотивируются, там, посмотрел на того, кто лучше, и думает: о, надо мне стремиться тоже там, быть лучше. А есть люди, которые идут по таким низменным энергетикам, начинают завидовать очень сильно. Вроде как она и веселая, и улыбается, а глаза у нее все время грустные. Ну, зависть это в глазах у нее проявляется. Что хочу вам сказать про эту женщину. Ну, я не вижу, чтобы она прям какая-то пропащая, сильно плохая была. Но зависть ее губит. Вы с ней как-нибудь там откровенно разговоритесь, ну и скажите, что зависть — это мерзкое чувство, которое разрушает человека. Что от зависти люди и болеют, и даже могут умирать от зависти, да, потому что такое перенапряжение, опять же, разъедает, прям сердце разъедает. Вот поговорите с ней. Если у вас есть хороший психолог, например, порекомендуйте, пусть обратится. Ну, вот как лечиться ей надо, что-то надо с этим делать. Пока у нее есть возможность из этой зависти выбраться, ну, надо попробовать. Надо попробовать. Если не сможет, то ничего хорошего не будет. Вы с ней поссоритесь, и она там еще начнет там ярлыки на вас всякие вешать, там про вас гадости придумывать. Понимаете, в таком ключе информация. Ну, вы не раз замечали, что она вроде улыбается, а глаза очень грустные. Вот это зависть. Зависть очень сильная к вам. Ну, вы яркая, вы такая, знаете, не сгибаетесь, не сдаетесь. Как бы сложно ни было, как бы жизнь не била, вы все равно идете к своей цели. А она так не может. Ну, либо не хочет. Да, и так может отыграться. Но зависть вот четко есть. Да, и поменьше ее водите домой. И не давайте ей никаких своих личных вещей. Не поносить, не подержать, и даже вот косметику не давать, чтобы она вашим ничем не пользовалась. Ну, во-первых, это не гигиенично, а во-вторых, она вот эти вещи, которые ваши берет, да, и ко всему вашему, вот она в доме вашем прикасается, она всю завистью заражает. Потом вещи могут портиться, ломаться, биться, крошиться, ну, ничего хорошего. Да. Кстати, эта женщина вам совсем скоро то ли напишет, то ли звоночек от нее будет. У меня вон перо упало откуда-то сверху. Да, какая-то весточка от нее совсем скоро придет. Тут как раз и поймете, кто эта женщина, если до сих пор не поняли. Так, с этой стороны чувства. Ну, здесь к вам чувства как к ребенку. Кто-то к вам относится как к ребенку. Возможно, ваша мама, ваш папа, там, старшая сестра, может, даже и младшая к вам так относится, либо там брат. Человек видит в вас только лишь ребенка, маленького ребенка, о котором нужно заботиться, которому нужно помогать, которого нужно воспитывать, подсказывать, не знаю, там, подкармливать в конце концов. Забота. Причем это не забота даже в чистом виде, это гиперопека, я бы даже так сказала. С одной стороны, я так понимаю, что вам это не очень нравится, и вы взрослая женщина, вы в опекунах не нуждаетесь. Но с другой стороны, вы и человеку об этом сказать в лицо не можете, кто о вас так сильно заботится. Скорее, как пытаетесь избегать этого человека, да? Ну, либо вот все там советы мимо ушей пропускать, там все, да-да-да, я поняла, я буду, я сделаю, да, лишь бы от вас отвязались. Мои хорошие, тот, кто к вам относится как к ребенку, к сожалению, ребенка в вас видит. И сколько бы вам лет не было, все равно будет такое отношение. Здесь гиперопека, основанная на большой любви к вам. На большой любви, заботе и страхах. Страхах за вас.
Да, вы иногда можете быть очень дерзкой, вы можете быть очень рискованной, какие-то взбалмошные поступки иногда можете совершать. А вот тот, кто к вам относится как к ребенку, это все знает. Опять же, может быть, человек в жизни что-то страшное видел, либо много потерь пережил. И человеку очень страшно, что с вами плохое случится, либо вас потеряет. Вот отсюда и идет эта опека. На самом деле плохого в этом ничего нет. Вы скажете, и хорошего нет. Да, прям слышу, что вы говорите. Нет, вы ошибаетесь. Тот, кто к вам как к ребенку относится, у этого человека есть что вам отдать, передать. Ну, такое острое желание, по крайней мере, есть. Что-то вам оставить, отдать, передать, чем-то помочь. Несмотря на то, что очень навязчивая помощь, но поверьте, вам это в жизни еще не раз пригодится. Придет такой день, момент, когда вам очень нужен будет этот человек, либо какое-то действие от этого человека. Поэтому не рубите сук, на котором сидите, потерпите. Но опять же, столько терпели, дальше потерпите. Ничего страшного здесь не произойдет. Доказывать, что вы взрослая женщина, что не нужно вас опекать, ну, в этом нет никакого смысла. Вы только из-за этого ссоритесь. Принимайте с благодарностью эту опеку. Поймите, придет то время, когда вы действительно все поймете, либо получите то, что должны получить. Ну, мои хорошие, что поделаешь? Вот такой принцип отношений, да? Опекун и опекаемый. Вы в роли опекаемой. Вот, кстати, посмотрите на всю эту ситуацию со стороны и, например, не давите на своих детей. Ведь ваши дети чувствуют ровно то, что чувствуете вы, когда вас опекают. Да? Здесь как опыт вы получаете. Но опять же, тот, кто вас опекает, что-то для вас сделает. Сделает грандиозное. Большой крест за спиной. Действительно судьбоносное человек для вас сделает. Придет то время, тот час, когда вы будете очень рады и благодарны этой опеке, понимаете, вот в таком ключе. Надо просто потерпеть, подождать, либо научиться принимать. Это же ведь любовь, это же ведь забота о вас. Научитесь это принимать. Поверьте, не плохого для вас хотят, а только лишь хорошего. И хотят, и дадут только лишь хорошее. Так, поднимаемся чуть выше. Показываю человека с разбитым сердцем. Половинка сердца осталась, да, но разбилась, половинка осталась. Человека на динозавре показывают. Это прям давнишнее чувство. Давно человек разбил свое сердце. Вернее, вы разбили человеку сердце. Прям давным-давно. Чуть ли там, не знаю, не детская любовь. Смотрите, человек, чем старше становится, тем чаще вспоминает о вас. Вы для этого мужчины оказались роковой женщиной. Вот единожды влюбившись в вас, вот всю жизнь человек вас любил. Всю жизнь человек любил. Всегда сравнивал других женщин с вами, да так свое счастье не нашел. Понимаете? У человека есть потребность вас, не знаю, увидеть, например. Да? Этот человек вас ищет. Ищет среди старых друзей, среди старых знакомых. Этот человек еще шанса у вас какого-то будет просить. Смотрите, ищет, найдет, и еще будет просить шанс. Ну, с левой стороны, скорее всего, не захотите, не примете. Но сердце у человека разбито. Разбито из-за вас. Да, действительно, вы роковая женщина для этого мужчины. Ну уж много времени прошло, много лет. У вас к этому человеку нет чувств. Даже, возможно, вот я вам сейчас объясняю, вы даже вспомнить не можете, кто это такой. А я вам скажу, давнишние чувства. Да? Там в школе, может быть, в институте, да, в вузе. Может быть, там первая работа. Ну вот где-то вы пересеклись. И страшно был влюбленный в вас этот человек, постоянно вас очень сильно ревновал. Может быть, даже на этой почве вы расстались. И этот человек сейчас совершенно один. И вас разыскивает. Найдет. И будет шанса у вас просить. Ну, а вы уж там сами поступайте, как знаете. Но для этого человека роковая женщина. Так, чуть выше. А здесь интерес к вам. Кто-то вами очень сильно заинтересовался. Причем, скорее всего, в каком-то профессиональном плане. Профессиональный план. Вам что-то хотят предложить.
Ну, либо сейчас какая-то женщина обдумывает предложение вам, ну, деловое бизнес-предложение, что-то будет предлагать. Но предложение, кстати, с правой стороны, выгодное, хорошее, вас не обманут. Вы этой женщине и нравитесь, вот как человек нравитесь, она считает вас более чем достойной. Плюс то, что вы делаете, у нее прям глаз загорается на то, что вы делаете. Но вы с ней очень разные. Если вы, допустим, человек, который там не стремится звезды с неба срывать, то она, да, она такая, она там к успеху, к славе, к большим деньгам стремится. И если вы согласитесь на ее предложение, очень классная команда из вас получится, да, вы вдвоем будете как команда, как такие надежные партнеры, друг друга дополняющие. Вы, значит, профессионал, что-то очень классно умеете делать, а она умеет звезды с неба снимать, понимаете? Вот вместе у вас все получится. Вообще такое отношение идет как вот к младшей сестре. Может быть, вы похожи на ее младшую сестру. Ну, либо вот видит она, что да, вы спокойная, более такая тихая. И вот рождается это отношение как к младшей сестре. Ну, женщина такая дерзкая, яркая, активная. То ли вы уже знакомы, то ли, ну вот совсем скоро познакомитесь. Но она уже виды на вас имеет. Эта женщина обязательно к вам придет с предложением. Предложение очень хорошее. Ну, по крайней мере, подумайте об этом. Если согласитесь, 100% не пожалеете. Так, и ближе к венцу показывают женщину в горе. Вы для нее горе, либо вы стали причиной ее горя. Женщина, она нехорошая. Женщина, которая, ну, либо обратку от вас получила, ну, либо ее наказали за вас. Может быть, она покушалась на вашу честь, достоинство, здоровье, да, может, хотела вам навредить. Но высшие силы жесткий отпор ей дали, очень жесткий. Ну, либо женщина магичила на вас, а вы, например, снимали себя, либо кто-то с вас снимал и очень мощную обратку запустили. Вот у нее сейчас очень горестные времена, и я вам так скажу, это всего лишь начало. Дальше будет больше, хуже, страшнее, больнее, катастрофичней. Женщина вас, ну, честно скажу, ненавидит. И чем больше она вас ненавидит, тем сильнее удавка на ее шее стягивается. Да? Вот это обратка, либо наказание от высших сил, как удавка на шее. Если поймет, что нужно отпустить эту ненависть, да, принять ситуацию как есть, ее простят, у нее все еще в норму придет. Но мне почему-то кажется, что она так и не поймет. Вот этой своей злобе так и погибнет. Так и погибнет. Соперница, конкурентка, вражина, ну, нехорошая женщина. А вы поймете, кто это. Поймете. Вы об этой женщине услышите, что прям что-то плохое с ней происходит. С ней, с ее здоровьем, в ее жизни, в ее доме. И сразу поймете, о ком я говорила. То есть чувство ненависти, злобы ее просто доконает. Вот если поймет, что нельзя так, да, если перестанет злиться, ненавидеть, тогда еще у нее есть шанс. Но я этого не вижу. Я вижу наоборот, что она дойдет до ручки, до грани, до края, и все. И дальше ее судьба решится. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.